50-100 тысяч. Процент людям давать шанс иметь такой прибыль, такого дохода, но не имея такой стартовый капитал. Скажи, пожалуйста, ты видел, что с тобой маркетинге люди такие деньги зарабатывают? Или ты не видел? Да, видел. А ты знаешь, сколько у них учеников есть? У меня есть ученик, который 200 тысяч долларов зарабатывает каждый месяц. Я тебя познакомлю. С тобой маркетинг. Хотя другие смеются над ними. Другие говорят, ой, да, смешно. А эти ребята зарабатывают. Первая задача была в том, что самая первая задача была в том, что минимальным капиталом. А сколько разному от 200 долларов, некоторые компании до 2000 долларов. Стартовый капитал. Ты вложишь, и у тебя есть шанс 1000, 2000, 3000, 5000 зарабатывать. Согласны? Ты со временем дойдешь до 5000, если ты терпеливо этому учишься. Сразу не происходит, но терпеливо, если учишься. Первое. Второе. Если ты заметил, есть шанса путешествовать много. У них нет шанса ходового маркетинга. Если вы внимание обратили, большинство промоушен ходового маркетинга, они какие? Путешествия, машина, жилье. Заметили? Очень много. Эта система так работает. Они дарят путешествия, они дарят машины, они дарят это. Но это одна часть. Есть вторая часть, самая лучшая. Вторая часть, идея мультилевел маркетинга. Вторая часть, самая богатая. Купить магазины, супермаркеты. Так? И покупать и уходить. И это ничего не обязует вас. Вы купили, что хочешь, повторно купишь, хочешь, не купишь. Так? Теперь послушайте внимательно, что происходит, когда вы это покупаете через свой маркетинг. Продукт является способом поймать человека. Продукт является способом поймать. Например, ты сам сказал, что когда, вот сейчас о ком сказали, здесь, когда вышли, здесь Унджи, что после того, когда пришли в свой маркетинг, начали читать. Да? Все сетевики, когда придут в твой маркетинг, начнут больше читать. Так? После твой маркетинг, когда придешь, ты начнешь выступать. После того, когда придешь в твой маркетинг, ты станешь более уверенным в себе. Ты начнешь больше путешествовать. Ты начнешь больше холодных контактов, ты не боишься любым человеком разговаривать. Другой человек. Другим словам, ты растешь. Самым важным словом, ты растешь. Поэтому мультилевел маркетинг искал способ, как поймать человека, научить его стать более уверенным в себе и более реализованным в себе. Поэтому система мультилевел маркетинг позволяет 90% населения быть реализованным человеком. Просто кто не понимает этого, он это игнорирует, отрицает, говорит, ой, это все, лохотрон, это все. Да ты попробуй, полгода выдержи. Да у тебя кишка танка в это дело. Твое высокомерие не даст тебе это делать. Вы знаете, какой надо иметь терпение и дух, что 2 часа человек рассказать про какую-то зубную пасту, потом он тебе говорит, мне это не надо. Сервис. Это очень сильная работа. Если просто вы хотите, чтобы стать внутри закаляться, хотя бы год работать в своем маркетинге, потом, когда придет и традиционный бизнес, точно станешь миллионером. Потому что у тебя внутри такая сила формируется, уверенность. Тебе говорят нет, ты внимательно смотришь, говоришь, давайте еще раз покажу вам. А они вам говорят, нет, понимаешь, мне это не нужно. Вы действительно хотите сказать, сказал, мне это не надо, а вы говорите, нет, сейчас вам не надо. Скорее, давайте через неделю поговорим, сейчас видим старание. Потому что сетевик это тот человек, который никогда не сдается. Никогда. Это, понимаете, это воин. Это какой нервы надо иметь, это просто... Это самый лучший сервис в мире. Сетевик в любое время суток отвечает тебе на телефон. Любой территория города, скажи, принесут тебе. Он много не зарабатывает за это. Просто бизнес-модель такой. Сам модель бизнеса такой. Поэтому не игнорируйте, учитесь. Пожалуйста, еще один вопрос. Да, потом пойдем, потому что у меня еще консультация. И мое шашлык или мясо там вообще остыло. Да. Да вот парень говорит, после его твит. Да. Салам алейкум всем. Я учусь в 11 классе.
Да. И мой вопрос такой. Вот я знаю немецкий язык, и в феврале 2020 года у меня начнется учеба в Германии. И нет, это не был вопрос. Вопрос был это. Если бы мы вернули время назад, то какие ошибок мы должны избежать? То есть, если бы ваше время вернули назад, какие советы нам можете дать? То есть, мы имеем в виду, если я снова начинал бы, да? Да. Что я не делал бы, имеешь в виду? Нет, что сделали бы? Что Для нас сделал? совет дайте для молодежи. Если мне будут в твоем годе, Да. я первым делом найду наставника. Я первым делом, честное слово, я попрошу своих родителей дать мне немножко капитала, если они у них есть. Если нет, я найду наставника, я говорю, 3-5 лет буду работать бесплатно, научи меня все то, что ты умеешь. Понимаете? Я тут работаю в самом жанре. Послушай, ты мне этот вопрос дал, теперь послушай. Да. Я первым делом так делал бы. Если денег нет у меня, я подошел бы и сказал, 3-5 лет буду работать бесплатно. Научи меня все то, что ты умеешь. Я экономил бы кучу года своей жизни. Я первым делом это делал бы. Потому что я очень много времени потратил за то, что пытался делать чего-то, и они мне дорого обошлись. Ошибки дорого обошлись. Ошибки. И каждая ошибка назад бросает человека. Она нужна, но тебе назад бросает. Понимаешь? А когда у тебя наставник есть, это прямо как ракета, понимаешь? Настоящая ракета. Самолет. Сидит сразу в другом городе. А когда наставника нет, пешком, как караване. Похоже на это. Вы можете дать нам, чтобы мы настроили. مثل شموعك مخانيات كونينكي عمروي شمو Не тоже будет. يعني وقتی معینی که تو Больше добиться. Здесь у нас гости даже из Ташкента, Узбекистана, 2-3 человек. Сегодня в бизнес ужине. Тогда у тебя мировоззрение станет похоже, как у меня. Ты начнешь видеть больше. Ты понимаешь, среда. Эта среда не поможет тебе стать, как я. Эта среда другая. Давайте я вам расскажу одну историю. Однажды охотник пошел в горах. Послушайте внимательно. Охотник пошел в горах. И дождь пошел. Сильный ветер. И вдруг видишь, что высокая скала, камень упал, и там упало гнездо орла. И упал орленок. И он взял этого орленка, принес с собой домой. Потому что он не мог туда его как поставить, там нету гнезда, ничего. Он взял этого орленка, принес с собой домой. И это орленка, где он держал дома? С курицами. Среди курицы держал орленка. Внимание обратите. Прошло через некоторое время, но орел вырос. Но среда-то курицы. И что делает орел? Орел начинает делать то, что... Орел делает то, что делает кури. Проходят годы. Орел даже не попытается, попробует уйти. И делает то, что делает кури. Потому что среда такая. Потом однажды вдруг все куры убежали. Убегай, 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 тебе заберут, если не убегаешь. Он тоже побежал и зашел в курятник. И вдруг смотрит, какой-то большой тень. Тень, летящая орла сверху. И он спрашивает, а кто это? Куры говорят, ты понимаешь, это птица, Бог неба. Ни одна птица выше его не летит. И она очень высоко летит. И он Бог неба. Ты никогда старайся не попасть под его руками, а он тебя заберет. И тут это орел смотрит и плачет. Почему я не родился орлом?